В Ингушетии все готово к проведению досрочного периода ЕГЭ, который состоится с 20 марта по 10 апреля. Чтобы предотвратить возможные нарушения, в аудиториях установлены IP-камеры. Организовано видеонаблюдение с онлайн-трансляцией. Об этом на встрече с Юнусбеком Евкуровым доложил министр образования и науки Юсуп Костоев. По его словам, в республике досрочно ЕГЭ сдадут 649 человек, большинство из них – выпускники прошлых лет. Остальные участники – выпускники учреждений среднего профессионального образования и не завершившие образование в прошлые годы. Проведение экзамена состоится в 46-м пункте. Всего заявлено 649 человек против 772 в прошлом году. То есть у нас на 123 участника досрочного этапа ЕГЭ в этом году меньше. Экзамены в досрочном этапе пройдут по технологии печати полного комплекта информационных материалов. В пункте уже установлены IP-камеры, а также организовано 100% видеонаблюдение. Министерством организовано взаимодействие с министерством ведомственным, с нашими смежниками, это МВД, Минздрав, Ростелеком и Управление спецсвязи в КБР. В пункте проведения экзамена организована служба медицинской помощи, будет обеспечено дежурство кареты скорой медицинской помощи. Заслушав доклад, Юнусбек Евкуров поручил министру держать весь процесс подготовки и проведения ЕГЭ на личном контроле. Глава Ингушетии также сделал замечание в работе регионального Минобра. Он отметил слабый контроль со стороны министерства при строительстве в регионе образовательных учреждений. Проверял строительство школы. Да. Для меня тоже удивительно, почему сам подрядчик принял решение о том, какую мебель покупать. Ведь вы же министр образования, есть директор школы, ни начальник управления образования, ни вы не смотрите за этим делом. Подрядчик вчера говорит, это я решил. Я говорил вам, что в каждом классе, в начальных классах, первых класс, второй, до 4 класса, мебель должна быть цветная, чтобы радовала детям глаз. Да, хороший. Я вам вопрос сейчас задаю, почему такие ляпы происходят? Сейчас задание у него стоит, все как положено. Мы лично, я контролирую, я говорю, но это так самовольно завезли мебель. Решили завести. Хорошо, а почему вы тогда принимаете этот ляп? Почему вы не даете установку, что мы с такой мебелью не примем объект? К сожалению, Избек Гурович, школа, когда я сдаются, я нигде не участвую, нигде я не подписываюсь. Нигде я не участвую. Это разговоры. А кто вам мешает проверять? Походу, я не просто требую. Это первый ляп, который вы там допускаете по линии министерства. Второе. Женщина, директор, говорит, что у них будет перегружена школа. При этом на первом этаже нет никакого приказа, ни в указах президента, нигде. Это было наше с вами решение. Да. Делать дополнительные классы, дошколят, помещения. При этом на первом этаже это все делают. Я вопрос задаю, если, мы же говорили, только в тех школах, где первая смена, где есть свободное помещение, можно это делать. Почему в школе, где может возникнуть угроза двухсменки, вы спокойно делать вот этот блок? Кто вам дал это право? Зачем? Мы уже исправили это. Дело не в том, что вы исправили, дело в том, что системы нет. Третье, там же на первом этаже уроки класса, уроков труда, общественных работ. Когда на цокольном этаже сколько угодно пустующих помещений, когда можно было бы эти классы труда перенести туда. Это говорит о том, что нет государственного подхода. Возьмите это на личный контроль, проверьте, чтобы я больше не слышал, что вы участвуете или не участвуете. Вы обязаны везде участвовать.